Гость сегодняшнего вечернего экспресса – журналист Елена Заводская. Поводом для нашего разговора стал инцидент с ее участием в ходе судебного заседания по делу об избиении сотрудника милиции Аслана Цамбова. Лена, добрый вечер. Добрый вечер. Лен, твое присутствие на этой неделе в суде стало причиной, скажем так, для скандала. Расскажи нам поподробнее, как это было. 10 марта я приехала вместе со съемочной группой абхазского телевидения в Сухумский городской суд, где должно было состояться слушание дела об избиении сотрудника милиции лейтенанта Цамбова. Мы все втроем, оператор, корреспондент абхазского телевидения и я, вошли в зал заседаний. Там были только родственники. И я видела адвоката подсудимых Амара Парулова. Значит, в этот момент, когда мы буквально только вошли, один из родственников, которого я и раньше видела на процессах, подошел к оператору и стал говорить ему о том, что ему нельзя снимать, что ему нужно уйти отсюда, что им запрещено снимать. А корреспондент начала объяснять ему, что не запрещено, что разрешение есть, они приехали работать. Когда я увидела, что на съемочную группу оказывается давление, я включила диктофон. Как только и начала записывать происходящее, как только родственник, как оказалось потом, Отар Жиба, это родной дядя подсудимых Ишсоу и Нарсоу Жиба, как только он увидел у меня в руке диктофон, он вырвал у меня диктофон, со всего маху швырнул его на пол, начал кричать, что я не имею права записывать, он мне не давал на это согласия. В общем, начался скандал. Потом он взял этот диктофон, положил его в карман, потом он бегал по этому залу заседания с диктофоном, это, наверное, и так все далее. Было до начала суда, да? Да, и это было минут за 15 до начала судебного заседания, поэтому были вот только родственники, еще никто больше не вошел. Какие действия предприняли представители правоохранительных органов или совсем никого не было? Их не было. К 12 часам появились сотрудники милиции, и, в общем, инцидент был исчерпан, этот человек присмирел, и больше уже никаких с его стороны действий, никакой агрессии больше не было. Между тем, ты обратилась в милицию с заявлением, насколько я понимаю. В данной ситуации, в общем-то, не имеет значения, диктофон поврежден, не поврежден, да. Это отношение к журналистам. И вот на следующий день произошло событие, которое, например, меня очень удивило. Это впервые я ощутила, что правоохранительные органы попытались каким-то образом противодействовать вот такому вот поведению. И буквально на следующий день меня начали разыскивать и представители прокуратуры, и представители МВД. И они были очень настойчивы, хотя я сказала, что я не хочу писать заявление, но в целом они сказали, что я должна ответить на их вопросы. Мы поговорили со следователем, и в этот же день, вот 3 часа мы с ним поговорили, и в 6 часов уже состоялся суд, и судья Чагава, значит, рассмотрел дело о мелком хулиганстве, это было административное дело, вызвали Отара Жиба, он, как сказал мне сегодня судья, полностью раскаялся, признал свою вину, и на него судья наложил штраф. Значит, вот тут очень интересно, просто штраф поверг меня в шок. Оказалось, что он должен заплатить 300 рублей. Это максимальная сумма штрафа, 5 МРОТ. И мне в связи с этим вот хочется, наверное, как бы обратиться к нашим законодателям и сказать им о том, что зарплаты в 60 рублей нет уже давно, что 25 лет назад Советский Союз прекратил свое существование, а в Абхазии исчисляют штрафы по советским МРОТ. Оскорбите меня много раз, да, говорите, заплатите 300 рублей. Да. Конечно, я, честно говоря, вообще решила, что когда мне сказали 300 рублей, я решила, что я либо ослышалась, либо судья оговорился о некомфортности нашего пребывания в зале суда. Давай попробуем проанализировать эту ситуацию. С чем это связано? И мы все сталкиваемся с агрессией по отношению к нам. Естественно, что подсудимые, их родственники, они не имеют никакого желания показываться на экранах телевидения. Яркий свет,
внимание общества им совершенно не нужно. А складывается какой-то вот такой междусобойчик, в котором получилось так, что мы вроде лишние, да, на вот этой сцене. Такое ощущение, что и судьи тоже не очень, судьи не радуют наше присутствие, не только подсудимых, потому что мы сталкиваемся с тем регулярно, что и судьи с большим удовольствием, где есть возможность, ограничивают наше присутствие. Мне очень хочется выразить большую благодарность нашему руководству нашего МВД за то, что они вот так оперативно отреагировали на эту ситуацию с Отаром Жиба и вступились за журналиста. Мне кажется, я не помню за 20 лет, чтобы когда-то что-то подобное у нас было. Обычно все это проходит безнаказанно. Попадая в суды, я чувствую, что на более привилегированном положении находятся родственники обвиняемых, сами обвиняемые, но только не журналисты. Как ты относишься вообще вот к аккредитации и к тому, что суд диктует нам определенные условия? Но я хочу сказать, что судебные процессы открытые. На закрытые процессы мы не ходим. Значит, они все публичные. И у нас существует два закона, которые гарантируют нам возможность работать и освещать эти процессы. Закон о доступе к информации и закон о СМИ. Значит, в настоящее время Верховный суд требует от всех журналистов аккредитацию. 2 года назад Верховный суд принял свое внутреннее положение. Его разработчиком был, насколько я помню, Шони. И в этом положении было введено обязательное требование аккредитации. Но Верховный суд обосновывал это тем, что они создают пресс-службу, и просто вот жизненно необходимо Верховному суду улучшить коммуникацию с журналистами, а для этого нужна аккредитация, чтобы пресс-служба имела все данные журналистов, могла вовремя связаться, известить, пригласить на судебное заседание. Тебя когда-нибудь приглашали из суда на судебное заседание? Никогда в жизни меня не приглашали. Более того, прошло 2 года. С нас требуют аккредитацию, и мы ее делаем. Но пресс-служба в Верховном суде так и не создана. То есть мне хочется спросить вообще у верховных судей, если вы не исполняете свои собственные инструкции, положения, которые вы принимаете, то как тогда? Либо будьте добры, создайте эту пресс-службу и пусть она делает то, что должна делать, либо снимите это требование аккредитации, потому что, насколько я понимаю, смысл аккредитации в том, что журналистам создаются технические условия. Лен, сегодня мы после суда с тобой выясняли у судьи, какие существуют вообще нормы, какой внутренний регламент работы журналистов. Понятно, что мы можем быть им довольны или недовольны, но вот мы это выяснили. Давай мы проговорим с тобой это. Да. Ну вот сегодня, например, нам давала разъяснение судья, председатель Сухумского городского суда Бела Хасая, и в соответствии с ее разъяснением работа с диктофоном, она не требует никакой лимитации, то есть с диктофоном журналист может работать до процесса, во время процесса, после процесса, и не требуется на это никакого разрешения, но фото- и видеосъемка, она ограничена. Это связано с тем, что иногда, скажем, свидетели. Да, они не хотят, чтобы их показывали. Лен, и последний, может быть, такой немного странный вопрос. А зачем мы вообще ходим на суды? Ну, наша основная задача – это рассказать людям о том, что вообще происходит. Мы ходим везде, и мы стараемся для наших читателей и зрителей создать как можно более полную картину происходящего в стране. Мы выполняем свой профессиональный долг, и давайте будем взаимно вежливы. Я думаю, что ты очень хорошо объяснила, и все, кто нас сегодня слышал, поймут, если еще не поняли, что мы выполняем свой профессиональный долг. Доброго нам всем вечера. Спасибо. Доброго вечера всем.